Самат Хаштабекович, у вас есть вопросы? Да, есть вопрос. Да, пожалуйста. Гульнара Султанбековна, вы отметили, что возбуждение уголовного дела в отношении лиц, которым применяется особый порядок производства, вы сказали, что не конкретизировано, да? Сказали. Вы как прилагаете, как опытный судья, экс-судья? Скажите. Раньше в законе о статусе судей было конкретно оговорен порядок привлечения судей к уголовной ответственности. Я полагаю, что поскольку судья – это особая категория лиц, на которых возложены очень большие полномочия, для того, чтобы судья мог правильно, безошибочно исполнять свои возложенные на него обязанности, он должен быть, конечно же, защищен. И, соответственно, если порядок следствия в отношении судей выделен в отдельную главу, то там конкретно должно быть расписаны все стадии, начиная от момента регистрации заявления или сообщения о совершенном преступлении и заканчивая, конечно же, передачей дела в суд, если это касается досудебного производства. То есть пошагово должно быть расписано. Я считаю, поскольку генеральный прокурор наделен, только генеральный прокурор наделен полномочиями возбуждать уголовное дело и прекращать уголовное дело в отношении судьи, то как держатель единого реестра он и должен быть наделен полномочиями по регистрации такого заявления именно в отношении судей. Это, наверное, и не противоречило бы тем полномочиям, которые имеются у генерального прокурора. Можно, доктор? Эти сейчас, вот эти данные, уголовные дела, сейчас приостановлены, да? Сейчас приостановлено в связи с обращением в Конституционный. А может, вы по вине следователя, может, вы посмотрели, да, так? Или именно по этой части нарушено? Не поняла, как? По вине следователя, следователь имеет право, надо руководство УПК, надо работать, да? Понимаете, это не единый пример. Во всяком случае, я просто говорю про дело уголовное, возбужденное в отношении Росбака, потому что непосредственно я осуществляю защиту ее прав. Но на примере были есть такие факты, и судьи обращались ко мне за юридической помощью, когда были случаи, когда в отношении действующих судей возбуждались, вернее, регистрировалось заявление, по факту неправосудного решения, по мнению обращающейся стороны, когда стороны, заявитель обращался и в прокуратуру города, и в районную прокуратуру. Прокурор города отказывал в регистрации, поскольку у него такие полномочия были в течение 3 дней. А районный помощник районного прокурора, он регистрировал, и начиналась досудебная проверка. Вот такие моменты были, поскольку следственные органы, они дословно читают то, что написано в УПК. И потом это влияет при назначении судей на новый срок, при прохождении собеседования в Совете по делам правосудия. Раньше был Совет по отбору судей. Спасибо, больше вопросов. Коллеги, пожалуйста, Кахель Джамалевич. Так, уважаемая Гульнара Султанбековна, скажите, пожалуйста, вы адвокат, да? Да. Сколько лет стажа вашей работы? Адвокатской, да? Больше 20. 20 лет, да? Тогда я полагаю, возможно, вас спросить у вас. Вы неоднократно использовали термин «досудебная проверка». Вы это просто перепутали, либо это у вас такое утверждение, что есть о том, что доследственная проверка и досудебная проверка одно и то же? Досудебное производство. Вот я хочу уточнить. Да. Вы даже при ответе на вопрос стороны ответчика применили термин «досудебная проверка». Поскольку это было в предыдущем
предыдущих кодексов досудебное. Вы должны как проверка, адвокат точно выражаться, чтобы Да, я прошу не прощения. вводить в заблуждение людей и самого себя. А это во-первых. Во-вторых, вы говорите о специальном извещении генерального прокурора, да, то есть не генерального прокурора, а самого лица, как бы, да, заподозренного, проходящий по этой информации, первоначальной информации о преступлении. То есть независимо от того, значит, да, вот прокурор это или следователь ли это, или гражданский человек, в отношении всех или только в отношении судьи речь имеете в виду? То есть Нормами процессуального- следователи, то есть Да. должны не Нормами только процессуального- заявителя оповещать, извещать, но и самого лица, в отношении которого это дело началось, проверка. Нормами процессуального законодательства такая процедура не предусмотрена. Я понял, вы Следователь- настаиваете на этом, да? Я хотел Следователь- спросить, а в Мгм. чем смысл вот такого извещения, как вы считаете? В чем должна быть логика законодателя, внося вот такую норму? Об извещении Да. подозреваемого лица, да, вы имеете? Ну, заподозренного лица. Не подозреваемого, а заподозренного лица. Я не считаю, что это особенная какая-то норма или это прям грубое нарушение прав подозреваемого. Но я считаю, что сама процедура, порядок регистрации заявлений и сообщения о преступлении именно в отношении судьи нарушает и значит, роняет тень на независимость судьи, нарушает его права. Поскольку судьи, они обладают особым иммунитетом. Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, специальные следственные действия, почему должны содержать особый порядок в отношении судьи? Дело в том, что УПК строго устанавливает о том, что все эти действия следственные производятся только на основании возбужденного уголовного дела, который соответствует, в свою очередь, процесс возбуждения урегулирован таким образом, порядок особый предусмотрен в УПК в отношении судьи. Почему же тогда специальные следственные действия должны содержать особый порядок? Это уже компетенция, не кажется ли вам, что это компетенция самих правоохранительных органов, которые ведут борьбу с преступностью и так далее? Как вы считаете? Я согласна с вами в той части, что следственные органы – это независимые процессуальные лица. Поэтому они по своему усмотрению значит, проводят определенные следственные действия. Но, на мой взгляд, сам порядок проведения следственных действий во время досудебного производства, это досудебная проверка до момента возбуждения уголовного дела в отношении судьи, она является недопустимой. Поскольку следственные действия включают в себе неотложные следственные действия, для которых не требуется санкция. И как у нас принято на практике, несмотря на то, что следственный орган находится в одном и том же по региональному расположению, в одном и том же территориальном округе, они не получают санкцию у следственного судьи, считая, что они не успели, что нужно было срочно провести обыск или задержание. Ваша позиция ясна, дальше можешь не объяснять. Тогда следующий вопрос у меня. Вот вы и сказали о том, что надо будет, по вашему мнению, законодателю внести норму, обязывающую генерального прокурора лично заносить в ВРП сведения о подготавливаемом совершенном преступлении. С чего ради вдруг он должен это, я так думаю, вот как вы считаете, вот изначально информация поступила ни о чем практически, потому что вот эта вся доследственная проверка, она направлена на то, чтобы выяснить истину, да, как на первоначальном этапе, собрать необходимый материал и потом решить вопрос в дальнейшем, в том числе отказать. Почему же законодатель должен сразу полагать, что при этом, да, на этом этапе, первоначальном, сразу есть сомнения в безупречности судьи? И надо необходимо самому генеральному прокурору, может быть, это наоборот как-то налагать тень подозрений на судью, который вообще по закону должен быть безупречным. Как вы считаете? Да, закон требует от судей безупречности. На судей возложены очень большие обязанности, помимо полномочий. Но закон точно так же должен защищать их права. Я считаю, что почему генеральный прокурор должен вносить это заявление, поскольку он держатель единого реестра, это во-первых. Во-вторых, представьте, он судья, допустим, Верховного суда.
или судья городского суда, областного суда. А получается, следователь районной милиции заносит, ведь гражданам без разницы, куда обращаться. Я понял вас, можете не объяснять дальше. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Я единственное уточнить хотел, Гульнара Султанбековна, не сочтите это каким-то, то, что мы придираемся к вашим словам, но для ясности, чтобы здесь участники процесса сидят, вы несколько раз сказали о толковании. Вот, слово толкование, вот со статьи 145, 153. Какой вы смысл придаете? Толкование, то есть какой-то орган, допустим, Диорку Кенеш, который принимает закон, он толкует. У вас какие-то данные, сведения есть об этом? Или вы... Нет, Сам. я имею в виду, как на практике толкует следователь или прокурор. Нет, я имею То в есть, виду, как какой указано в статье. смысл вы вносите в это понятие толкования? То есть они толкование это Понимание, понимание, наверное, да. Да. Потому что толкование имеет свое значение, очень серьезное причем. Вот, поэтому... Это И в их, пот- в их понимании, да. Как Да. написано, они так и читают. Ага. И вот в своем обращении вы говорили о каком-то давлении, да, со стороны правоохранительных органов, возможном, да, на Да. судью. А что вы имеете в виду, например, что таких случаев много? И как это Вы проявляется? знаете, если исходить из той нормы, которая на сегодняшний момент действует, что любой следователь, любой прокурор, то есть это имеется в виду и помощник прокурора, он тоже прокурор, имеет право внести в единый реестр заявление, в этом зарегистрировать, плане, да, вы имеете в виду? то я полагаю, что судья, естественно, постоянно находится под каким-то прицелом и не чувствует свою незащищенность, ощущает незащищенность и не чувствует свою независимость. Ну как же? Кроме есть же- этого, например, очень много рассматривается гражданских дел, да, в отношении восстановления на работе тех же сотрудников МВД, тех же сотрудников прокуратуры. Естественно, у нас на практике были такие случаи, когда, я не буду называть фамилии, но министр внутренних дел категорически отказывался исполнять решение суда о восстановлении на работе сотрудников внутренних дел. И было противостояние. То есть неисполнение решения суда, вы считаете это как бы давлением на судью со стороны правоохранительных органов? Так Я не понимаю? считаю, что это давление на судью. Но, тем не менее, когда граждане приходят и говорят, что не исполняется решение суда, министр выступает значит, на каких-то совещаниях, говорит о том, что вот судьи бесконечно восстанавливают. И, соответственно, это явилось даже основанием для разговора в высших кругах. Спасибо. У меня тоже некоторые уточнения. Гульнара Султанбековна, здесь вот на самом деле Кыркельдезе Джумалевич вам правильное замечание сделал. Во-первых, вы говорили об обстоятельствах, когда действовал Уголовно-процессуальный кодекс 2017 года и уже ныне действующего кодекса, который вы нынче оспариваете. И здесь в некоторой степени, да, вы начали смешивать кое-какие понятия. Например, да, досудебной проверки нет такого понятия, да, есть доследственная проверка, это тот период до возбуждения уголовного дела, это по ныне действующему. В тот период, когда уже регистрация в ЕРПП уже означала, что начало следствия, это совершенно другая ситуация. Теперь вот смотрите, да, вы, я чисто уточняющий, вы говорите, что те следственные действия по ныне действующему кодексу, которые допустимы именно на стадии доследственной проверки, что в отношении судьи они должны как-то по-другому регулироваться, да?
Я уточняю как бы, ваши требования, скажем так, да? Они не Я вас правильно регулируются понимаю? сейчас. Не, ну почему? В отношении судей не регулируются. Нет. В отношении судьи, как особой категории лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, отрегулированы какие-то важные вопросы. Это не означает, Да. что весь процессуальный кодекс нужно специально прописывать для судьи отдельно. Я Именно в согласна с какой вами. части вы считаете, что это как бы не обеспечивает, да, принцип независимости судьи, и что он может подвергаться необоснованному, ну, скажем, применим ваш Преследованию. термин, давлению, ну, посредством каких-то не совсем обоснованных действий, следственных в частности. Как раз вот стадия до следственной проверки меня особо волнует. И где Момент, прописаны, как вы сами зачитали, вот ряд следственных действий, в том Да. числе осмотр места происшествия, допрос свидетелей и тому прочее, да? да, В этой части вы имеете в Область- виду, что в это этой- должно быть прописано отдельно. в этой части И плюс, что внесение да. сведений сведения, единые либо заявление в единый реестр. в реестр, он Да. должен быть упорядочен иначе, да? Да, я считаю, что все-таки это прерогатива генерального прокурора, поскольку он наделен правом именно в отношении судей возбуждать уголовные дела. И исходя из этой логики, вы считаете, что именно он должен вносить эти сведения в ЕРП, да? Я считаю, что да. Мгм. В отношении судей люди должны Ага, обращаться. ваша позиция ясна. Присаживайтесь.